На адвоката Полозова снова давит ФСБ. Об этом Николай Полозов заявил после того, как на первое в этом году заседание оккупационного суда по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза пришли представители ФСБ и попытались вручить ему повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу другого заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова. Я в очередной раз отказался взять эту повестку, мотивируя тем, что действия следователя Скрипки являются незаконными. Допрашивать адвоката по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с оказанием юридической помощи, прямо запрещено законом. На это следователь Скрипка заявил о том, что последствия будут выражены в принудительном приводе меня в ФСБ для составления протокола допроса меня в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. В оккупированном Крыму состоялось 63-е заседание суда по делу Ахтема Чийгоза. Рассматривали очередные фотографии с митинга 26 февраля 2014 года. По словам адвоката, предоставленные фотографии не доказывают вины его подзащитного. Заместителя Меджлиса обвиняют в организации беспорядков на митинге в поддержку территориальной целостности Украины. По состоянию на это время никаких массовых беспорядков на фотографиях отфиксировано не было. Также на фотографиях не было изображения Ахтема Чийгоза, что противоречит показаниям потерпевших свидетелей, которые указывали о том, что Чийгоз каким-то образом указывал митингующим, давал команды, распоряжения, передвигался по коридору, который митингующие выстраивали. После перерыва судебное заседание будет продолжено. Также прокурор заявил ходатайство об оглашении показаний потерпевшего Шлядина и свидетеля Арпатлы, местонахождение которых суд установить не смог. Вместе с тем защита располагает сведения о местонахождении свидетеля Арпатлы. Таким образом, защита надеется, что он будет допрошен непосредственно в судебном заседании, а не посредством оглашения его показаний.